Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл познавательных передач, в которых наши гости будут раскрывать интересные темы, касающиеся нашей с вами жизни и истории. Чтобы быть хорошим преподавателем, надо любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому преподаешь, сказал историк Василий Ключевский. Для меня призвание педагога состоит не только в том, чтобы заинтересовать студента предметов своего преподавания той или иной дисциплиной, а в том, чтобы дать толчок для их дальнейшего личностного роста и развития. И я всегда восхищалась людьми, которые способны посвящать свою жизнь другим, отдавать свое тепло и доброту и искренне радоваться чужим победам. Узнать, в чем заключается основная цель преподавания, с какими трудностями сталкивается преподаватель сегодня, как много наших студентов работают по специальности, обо всем этом и не только мы поговорим с нашими гостями, заведующей кафедрой агрономии, кандидатом наук Камой Чукбар и с доцентом кафедры прикладной физики Яной Гицба. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти на нашу передачу. Здравствуйте. И первый у меня вопрос такой. Каким образом вы попали в АГУ? Я сама училась в Абхазском государственном университете на физико-математическом факультете. Специальность физика. Я училась на отлично с первого курса. И на 4-м курсе мне было предложено профессором Экбе Энварби Алиевичем после окончания университета продолжить свою учебу. Учебу надо продолжить в аспирантуре, то есть он мне предложил стать соискателем при Абхазском государственном университете. Конечно же, для меня это было такой большой неожиданностью, очень приятной, и я не могла отказать, так как для меня учеба всегда была на первом месте. И после окончания университета я закончила на красный диплом. Я была оформлена соискателем при Абхазском государственном университете и была также принята на кафедру прикладной экологии на должность лаборанта. А потом уже с течением пару лет меня перевели на должность преподавателя, и параллельно я писала диссертацию. В 2007 году я защитила диссертацию на соискание кандидата физико-математических наук. Защита прошла в Высокогорном геофизическом институте в городе Нальчик. И вот с тех пор, я уже являюсь, то есть через 3 года мне уже была присвоена должность доцента, и с 2010 года уже на должности доцента преподаю в Абхазском государственном университете. И вот в 2018 году наша кафедра прикладной физики была реорганизована на основе, то есть на базе 2 кафедр. Это кафедра прикладной экологии и кафедра технической физики. И, таким образом наша кафедра вот с 2018 года как кафедра прикладной физики существует. Яна, давайте скажем, что изучает прикладная физика, потому что я попыталась разобраться, но там очень широкий спектр исследований, там и акустика, и геофизика, и физика полупроводников. Это я знаю от Жореса Алферова, который говорит, что будущее за физикой полупроводников. Вот для телезрителей объясните, что такое прикладная физика? Начнем с того, что прикладные науки, чем они занимаются. Прикладные науки — это те науки, открытия и исследования которых используются, то есть имеют применение на практике. И непосредственно наша кафедра занимается исследованиями моря, то есть гидросферы, в области гидросферы и в области атмосферы. Сотрудники нашей кафедры ведут именно исследования в этих областях, и мы публикуемся в международных журналах, российских журналах, принимаем участие в научных конференциях. Ежегодно наша кафедра, от 3 сотрудников нашей кафедры, это 2 доцента и профессор кафедры, мы, до 10 статей публикуем. Также активно задействованы в работу нашей кафедры студенты наши.
Это бакалавры и специалитет, то есть те студенты, которые уже учатся на 5-м курсе. Они принимают участие в международных конференциях, мы с ними выезжаем в такие города, как вот Луганске, я была в прошлом году со студентами, выезжаем в Туапсе, в Геленджик, Майков. Это лучшие студенты, которые успешно себя проявили не только в учебной деятельности, но и в научно-исследовательской деятельности. Под нашим руководством, под руководством сотрудников нашей кафедры, они пишут исследовательские работы, и в соавторстве с нами они, то есть публикуемся мы в международных и российских ведущих журналах. Значит, также наши студенты пишут выпускные квалификационные работы, дипломные работы по нашей кафедре. Мы их готовим по специальности геофизика. Также студенты имеют возможность проходить преддипломную практику и проходить также производственную практику в Институте экологии Академии наук Абхазии, а также в Сухумском физико-техническом институте. Это уже по направлению полупроводники. Но конкретно чем мы занимаемся, то есть потому что прикладная физика это такая очень широкая отрасль, конкретно мы занимаемся исследованием атмосферы и гидросферы. В частности, это Сухумская акватория, то есть в общем Абхазская акватория Черного моря и атмосфера, значит, Абхазии. Вот воздушная атмосфера Абхазии мы занимаемся. Кама, а у вас кафедра агрономии? Я учась в Кабардино-Балкарском сельскохозяйственной академии, я уже тогда для себя целью поставила, что вот приеду в Абхазию и буду именно преподавать в нашем АГУ. И эта цель у меня осуществилась, скажу, как говорится, без стеснения, конечно, не без галопирующей поддержки Олега Алексеевича Гварамия. Почему? Скажу. С дипломом кандидата ИСХА наук в 2003 году, защитив кандидатскую диссертацию по теме тепличного овощеводства 6-7 световых зон, я, естественно, первым делом пришла к Олегу Алексеевичу на прием. Он посмотрел мой автореферат, задал, кстати, очень интересные такие профессиональные вопросы. И, в принципе, задал мне вопрос: вот видишь, ты уже готовый специалист, ты готовый ученый. У нас есть кафедра агрономии, пожалуйста, мы тебя берем. Сразу же декана вызвал, дали мне там, ну, пока мало, но часы, как сейчас помню, практические занятия по почвоведению. Но дальше больше. Я уже стала вливаться в эту кафедру. Ну, было немножко, конечно, сложновато, потому что, ну, все-таки для меня эта атмосфера была довольно-таки непривычная, новая. Ну, в течение полугода я освоилась. Сначала была старшим преподавателем, потом уже доцента присвоили мне звание. Ну а потом с легкой руки Зинаиды Ильиничны Косаревой, нашей предыдущей заведующей, Царствие Небесное, к сожалению, ее уже с нами нет, я стала заведовать этой кафедрой. А вот агрономия кафедры каких специалистов выпускает? Я так поискала немножко, там оказывается, что не только селекционеры, там еще в области экологии, ну, наверное, ты лучше расскажешь. Значит так, наша кафедра уже на данный момент, могу с полной, как говорится, гордостью, уверенностью сказать, что мы уже готовим специалистов не только профиль агрономия в чистом виде, которые могут заниматься выращиванием субтропического плодоводства, да, овощеводства, бахчеводства, сейчас очень модно гидропоника, но и профессионально, узкоспециализированно. Вот мы через 3 года уже дадим выпускников по специальности защита растений. Вот. У нас в дальнейшем, маленький секрет раскрою, как бы желание есть, но я думаю, возможности тоже появятся, год-два, и мы хотим открыть еще специализацию, профиль по фермерскому хозяйству. Это у нас очень актуально, да, для страны. Для страны, да. Так как у нас страна в первую очередь аграрная, все наши профили, они будут востребованы, они должны быть востребованы. Наши ребята
я не скажу, что 100%, но большинство вот правда любят землю, а это для агронома это первоочередное. А что такое гидропоника? Я тоже не знаю. Гидропоника — это вот то, что у нас, это выращивание овощных культур на специальных субстратах питательных. Эти теплицы у нас расположены в Пицундах. Кстати, в Пицундах главный агроном, мой дипломник Астамур Сакания, вот он очень, кстати, нам помогает с практикой. Вот как приятно, что да, выпускник нашего да, АГУ. Очень приятно. Он вначале был как помощником главного агронома, а через год его уже взяли на это место. И в Киндгах очень много вот таких вот, да, которые занимаются конкретно специализация. Вот, ну, там у них 2 сорта томата, огурцы, насколько знаю, но еще ассортимент будет увеличиваться. Мы часто посылаем 4-й курс, вот студентов 4-го курса на производственную практику. И вот именно моих дипломников я вот стараюсь равнозначно распределять именно вот Киндги и в Пицунске, да. Я сейчас послушала, как вы работаете со студентами, и хочу спросить, а какая была ваша студенческая жизнь? Кто начнет? Яна? Ну, моя студенческая жизнь была, я вам скажу, насыщенной. В первую очередь я, конечно же, ставила на первое место это учебу. Я занималась над собой, не только те лекции, которые нам давали наши преподаватели, этого было для меня недостаточно. То есть я пользовалась той литературой, которую рекомендовали нам преподаватели. Работая над собой, то есть я смогла достичь определенных успехов. То есть, ну, на нашем курсе на специальности физика не так много было студентов, нас поступило 12 человек, но закончило всего лишь 6. Правда, самые лучшие студенты этого курса смогли завершить учебу. Курс наш был дружный. Если там, значит, кому-то было непонятно какие-то лекции, допустим, или по практике, то есть всегда приходил на выручку студент, то есть однокурсник, который немного лучше разбирался, допустим, в данной специальности или по данной дисциплине. Иногда, значит, мы по мере Какое возможности... чувство плеча было у вас, да, друг к другу? Да. У нас был куратор Чичаков Александр Федорович, который нас вел, и он для нас был и старшим другом, и действительно, ну, на которого можно было надеяться. Он всегда приходил к нам на помощь, если нам была какая-то помощь нужна. И между нами сложились такие дружеские, при этом субординация никогда не нарушалась, и отношения были хорошие. И с остальными преподавателями, конечно, я лично благодарна всем своим преподавателям за те знания, которые я получила в университете. В основном все студенты нашего факультета, ну, больше трудились над собой, то есть занимались больше самостоятельно. Самообразованием тоже. Самообразованием мы занимались это, и нам говорили наши преподаватели, что наша функция, то есть наша цель — научить вас самостоятельно работать над собой. Ну, надо сказать, что помимо того, что я просто была студенткой аграрного вуза, меня избрали с 1-го курса старостой. И эту ответственную, можно так сказать, должность я пронесла через все 5 лет. Сказать, что у меня была насыщена, это мало. Что сказать? Перенасыщена. Я благодарна Богу, что я вот правда попала в вот этот курс, у нас был очень дружный. Мы по сей день, вот многие мои сокурсники, уже доктора наук, мы по сей день, ну сейчас по WhatsApp, по Facebook мы общаемся. 20-летие мы хотим вот справить вместе. Я участница каждый год студенческая весна, там были у нас музыкальные какие-то номера. Кстати, вот Султан Хажироков, Султан Ураган, это мой однокурсник. То есть у нас... Это знаменитый певец теперешний. Это вот даже с моей группы он. Мы 24 часа были вместе. И помимо того, что мы как бы развлекались, да, мы большую часть своего времени проживали, можно сказать, в библиотеке. Вот если у нас в Сухуми это Папаскыр, а там огромнейшая, шикарнейшая фундаментальная библиотека называлась имени Крупской. Сейчас, правда, уже не знаю, годы прошли, но там просто вот наше время протекало там, вот в читальном зале. Все, вот мы всей группой ходили туда и много чего оттуда черпали.
В чем заключается основная цель преподавания? С какими трудностями складывается преподаватель сегодня и какие проблемы в системе высшего образования существуют? Яна, может, вы начнете? На сегодняшний день целью высшего образования является не столько накопление знаний по определенной, допустим, специальности, накопление знаний, умений, навыков, а сколько накопление компетенций в виде коммуникации, информации и так далее. То есть, что понимать под совокупностью компетенций? Это когда накапливается не только знания, умения, навыков, а то, что студент получил эти знания, когда он сможет их применить на практике. Вот самое главное. То есть необходимо научить студента самостоятельно работать над собой. Необходимо, чтобы студент понимал, что те знания, которые он сегодня в стенах АГУ получает, чтобы он знал, что это где-то, то есть это будет применение, то есть сможет это он применить, устроиться на работу, вот в этом плане. То есть целью преподавания в ВУЗе сегодняшнем является умение студента самостоятельно работать над собой. В сфере большого потока информации, то есть необходимо пользоваться интернет-ресурсами. Каждый день обновляется информация по разным дисциплинам. То есть студенты, преподаватели должны быть в курсе всего, что нового происходит. Чтобы потом ему советовать и направлять. Да, то есть обновлять необходимо лекции. То есть нельзя по одним и тем же старым лекциям всегда проводить занятия. То есть необходимо проводить работу со студентом именно в русле самостоятельной работы, исследовательской работы, больше практических занятий необходимо проводить. То есть это все, конечно, должно быть в рамках программы, по которой работает сам преподаватель. Но делать упор нужно на самостоятельную работу, на то, чтобы сам студент мог сделать анализ какой-то исследовательской работы, чтобы он сам смог анализировать и делать определенные выводы. Необходимо развивать логическое мышление самого студента. Просто сидеть и записывать лекции, то есть это не есть цель сегодняшнего преподавателя и не есть цель обучения самого студента. То есть необходимо расширять кругозор студента, необходимо пользоваться всеми ресурсами, которые существуют на сегодняшний день, теми ресурсами, которыми мы сами можем владеть. То есть есть литература дополнительная, есть в библиотеке у нас. Например, наша кафедра за последние 10 лет издала два научных издания. Это «Экологическая климатология. Природные ландшафты Абхазии», а также «Физическая атмосфера Абхазии». То есть они основаны на наших исследованиях, они находятся в библиотеке, студенты могут этой литературой пользоваться при изучении спецкурса, то есть части спецкурса. Это не учебное пособие, а научное издание. То есть студент это может использовать то есть при изучении именно спецкурсов. То есть мое видение такое, что необходимо расширять кругозор студента. В этом должен принимать участие, конечно же, преподаватель, он должен направлять, быть наставником для студентов. Я считаю, приоритет должен быть отдаваться практике. Теория теории, но вот больше практики. Вот я, как у нас на кафедре, при нашей кафедре, создана базовая кафедра при НИИ сельскохозяйства. С 1 по 4 курс наши ребята очень даже успешно проходят практики. Практики они разнообразные. С 1 курса учебная, потом идет учебно-производственная, и на 4 курсе преддипломная практика. Так вот, что хочу сказать. Цель преподавания именно в аграрном секторе, больше упор делать именно на практическую такую значимость, но, естественно, с теоретической подоплекой. И самое главное, чтобы чувствовался фундаментализм. Не просто там поверхностно, какие-то там, а вот именно чтобы я всегда своим ребятам, студентам говорю: ребят, вы не просто агрономы, а кто мы? Они иногда так: а кто мы? Я говорю: вы агроменеджеры. Вот даже это слово, для них это как-то значимо звучит. И когда объясняю, что вы будущие стратегии, как
будет развиваться наше сельское хозяйство. А сельское хозяйство, оно должно вот в наш такой непонятный век, да, вот очень много раковых заболеваний, много чего. Сейчас да, много говорят о экологически чистых да. продуктах. Вот. И это, да, модно очень сейчас, но органическое сельское хозяйство, я говорю, вы должны быть у истоков в Абхазии. Часто говорят о кризисе образования. Ну, и вот я хочу спросить вас, действительно ли уровень поступающей в вуз молодежи вот так ощутимо падает? Вот вы со студентами работаете. Вы знаете, да, непосредственно я и как заведующая, и как практикующий лектор могу со всей уверенностью сказать, что такого нет. Нет, ну естественно, есть такие, которые вот случайно попали, но они у нас вот на нашем факультете отсеиваются вот прям. Даже студентов сейчас отчисляют? Вот я хотела спросить. Да, студентов отчисляют. Вот мой, опять же, первый курс, 4, которые, ну, просто, ну, не по истории Абхазии, не по физике, не по математике, ну, как-то себя не проявили, ну, там, ну, просто был 0. На зимней сессии просто мы от них избавились. Ну, я сейчас грубо сказала, да, но вот так оно и было. Но, вы знаете, остальным это было очень даже таким уроком, что может, сейчас, это даже стимулом было? Да, стимулом. Они вот сейчас, я вот за ними наблюдаю, у них сейчас как раз экзаменационная сессия в разгаре, и 4, и 5, то есть, ну, там, 3 тоже, но вот. То есть это их сподвигло тому, что да, оказывается, здесь надо дрожать за место, то есть, просто так нужно заниматься. Хотя с 1 курса я их как куратор повела к нам. У нас шикарная библиотека после ремонта. Книжный То есть потенциал. уровень не так ощутимо падает, как это говорят, да? Это много, да, об этом говорят. Нас постоянно, университет постоянно во всех грехах, не знаю, виновен, но это не так. У нас АГУ — это мозговой центр Абхазии. Ну, сейчас я как-то громко говорю, но так оно есть, потому да, сколько за него боролись. И Конечно. потом и в 89 году, и прежде чем он открылся, очень много сил было положено. Знаете, можно сказать, как птица Феникс, АГУ возродился. Огромнейшая роль, хочу отметить и заметить, Олегу Алексеевичу. Да, Олегу Алексеевичу мы должны для телезрителей сказать, что он доктор физико-математических наук, почетный член Оксфордского академического союза, почетный профессор МГУ, он еще, по-моему, действительно член Академии наук, Российской Академии наук, Абхазской, еще он получил премию как имя в науке, если я не ошибаюсь, занесение его имени в реестр лучших ученых мира. Он автор более 100 работ, монографий, которые причем изучают не только в России, а я знаю, что в Чехии, в Польше, в США. И еще я хочу сказать, что огромная заслуга Олега Алексеевича, что в трудные, блокадные послевоенные годы он смог удержать университет. И не только удержать, и открыть там новые кафедры этой и международного права, и психологии. Вы меня поправляйте, нам еще больше кафедры. Мне кажется, это вот заслуга. Яна, как вы думаете, вот все согласны, что уровень падает или не падает поступающих в вуз молодежи? В общем, судить обо всем университете, уровень падает, вот гуманитарные науки, история, юриспруденция, я не думаю, что там падает уровень образования, потому что там всегда не уровень, а уровень подготовки абитуриентов. Там всегда есть конкурс. А вот на такие специальности естественных наук, как химия, физика, ну, не всем это дано освоить такие предметы, то есть это все идет из школы, правильно? Если в школе ученик, например, не смог до конца освоить этот предмет, то есть не всем удается, вот как кому-то удаются гуманитарные, но кому-то естественные науки, а тем, которые хорошо удаются эти науки, вот они поступают как раз-таки в российские вузы, в Абхазский государственный университет, но Абхазский государственный университет дает педагогические специальности, да? Также наша кафедра может дать, значит, направление по геофизике, то есть они могут устроиться на работу в Институт экологии, физико-технический институт. То есть если абитуриент будет знать, что он будет востребован после окончания физико-математического факультета, он, конечно же, поступит и будет стараться успешно закончить университет. Но вот те, которые случайно попали на физмат, потому что на физмат поступать, так как нет конкурса, не так сложно, но учиться на физико-математическом факультете не так легко.
Поэтому они отчисляются, то есть те абитуриенты, которые случайно попали, то есть не сдав где-то экзамен, допустим, на какой-то специальности, переводятся на специальность физику или математику. Вот я хочу заметить, что у нас тоже отчисляют студентов. На 3-м курсе отчисляют, на 2-м курсе отчисляют студентов. Те, которые не посещают лекции. То есть я вас перебиваю, учиться можно везде. Учиться можно Главное, везде. чтобы ты учился. Вот эта критика, Да. которую подвергают незаслуженно ваш университет, наш Нет, мы университет. не согласны с этим, нет, потому что студенты и абитуриенты бывают разные. Тот, который захочет учиться, у него всегда есть возможность это сделать, успешно закончить и устроиться. То есть студенты, которые окончили успешно университет, они востребованы. То есть они могут найти, в любом случае преподавателям всегда их возьмут в школу. У нас не хватает преподавателей физиков, не хватает преподавателей математиков, на периферии, в районах не хватает, в селах не хватает. Но в основном они хотят, конечно, остаться в Сухуми, поэтому могут некоторые не найти работы. Но если они пойдут в села и в другие районы, с удовольствием их возьмут. То есть они будут трудоустроены. Вот сейчас вас послушала. А как много наших студентов работают по специальности? Вот востребованы ли молодые специалисты сейчас? Ну вот как преподаватели они востребованы. На других специальностях я не знаю, как юристы востребованы, как экономисты. Навряд ли у нас столько мест, чтобы все юристы и экономисты могли бы устроиться. Но преподаватель физики, математики, Он всегда найдет работу. Всегда найдет работу, но если он хочет только в 10-ю или в 4-ю школу или во 2-ю школу, возможно, он не найдет этой работы, то есть ему придется ждать, пока кто-то уволится. А так, если университет направит студента в ту школу, где есть необходимость в нем, то есть он должен туда поехать и отработать 3 года, то есть диплом свой отработать, проработать там 3 года. У нас в основном все студенты, выпускники наши, работают в школах. Необходимо испытать себя, то есть насколько ты коммуникабелен. Школа жизни, как скажем. Да, насколько ты можешь передать свои знания будущему поколению. Вот цель преподавателя в чем заключается. Кама, а у тебя как? Как твои студенты востребованы по специальности? Да, наша выпускающая кафедра, в принципе, опять же оговорюсь, что мы страна в первую очередь сельскохозяйственная, а уж потом все остальное, да, туризм, там все остальное. Должна заметить, что через 2-3 года многие ребята к нам приходят за консультативной помощью. То есть, ой, а как вот бахчевые культуры нам лучше вырастить? Как больше вырастить там салата, да, то есть зеленые культуры. Заинтересованность у них Очень, вы есть. знаете, у них, помимо того, что они могут быть там, очень многие у нас востребованы в Министерстве сельского хозяйства, наши бывшие выпускники. Я опять же говорила, в Институте сельского хозяйства, это все наши выпускники, они сейчас там как раз таки вот у них оплот, да, молодой. Уже многие защитились, например, вот Дима Сабекия, наш, вот мой первый курс, это вот курс Димы Сабекия, да, он уже зав. Отделом цитрусоводства, кандидат наук, наверное, скоро, дай бог, будет и доктором наук. То есть Саид Харази, депутат парламента, наш выпускник. Ну, знаете, вот опять же оговорюсь, вот по гидропонике, да, вот мой дипломник Астамур Саканя. Дальше у него там мысли дальше пойти, совместные мы статьи с ним хотим вот писать. То есть у нас с этим делом все нормально. Другое дело, агрономы как? Они же могут и у себя плодовый сад обустроить, теплицы. И вот опять же говорю, они вот у нас взаимодействие с ними вот через года. Вот я была очень удивлена, когда на той неделе увидела ребят там 5-летней давности, да, то есть пришли, ну правда соскучились, можно так сказать. Было очень приятно, мы пообщались, кто где работает, и большинство из них по специальности. Ну вот, а что вы думаете о настоящем нашего университета и каким вы видите его будущее? Потому что я сейчас в разговоре с вами, в беседе видела, какие большие возможности дает наш АГУ. Ну, при поддержке нашего многоуважаемого ректора Олега Алексеевича есть все возможности для наших студентов выезжать на конференции, командировку, повышение квалификации преподавателей. То есть сегодня есть большие шансы, то есть шанс у каждого преподавателя повысить свою квалификацию. Шансы есть у студента продолжить свою учебу. Наш выпускник, например, Ахра Гогия, закончил магистратуру с отличием в Нальчике в этом году по медицинской физике. И дальше ему предложили Такое тоже есть, да, да, и дальше ему предложили поступить в аспирантуру.
Вот Эсма Пачули у нас выпускница, вот 5-й курс заканчивает, она уже работает на кафедре общей физики. Выпускница Ларена Захарян работает на кафедре общей физики. То есть те студенты, которые себя проявили хорошо, они дисциплинированы, работают над собой, они всегда имеют возможность учиться дальше. Бывает такое, что мы из слабого троечника вытягиваем хорошиста, и бывает даже дипломные и выпускные квалификационные работы защищают на хорошо и отлично такие студенты. Исследовательскую работу они пишут хорошо. Допустим, фундаментальные науки им тяжело изучать. Преподаватель работает да. с ним. Я, например, днем и ночью работаю даже. Бывает ночью Потому могу что профессионал, посмотреть. который не шаблонно мыслит. Да, я открываю почту, смотрю работы своих студентов. Я могу в любое время суток, когда у меня есть время, их посмотреть, откорректировать, отправить по почте. То есть есть такая коммуникация, когда можно через почту общаться со студентами. То есть не обязательно лично встречаться и обсуждать. Но сейчас возможности большие. Да. Кама, а у тебя каким ты видишь настоящее и будущее нашего университета? Наше настоящее, оно стабильное, это уже радует. Наша кафедра, как кому-то хочется, вот говорят, там, она уже умирает и все, ничего подобного. У нас вот есть 2 молодых специалиста, уже года 2 я им даю лекции, потихонечку так ввожу, как говорится, в курс дела. Они наши выпускники. Один из них поступил в этом году в Кубанский аграрный вуз в аспирантуру по плодоводству. Второго готовлю на гидропонику, это сейчас у нас так модно. Вот, и, честно говоря, шансы у нас великолепные. Еще 2 хочу к нам, наши выпускники, они в Институте сельского хозяйства, Пантия и Кулава, чтобы у нас спецкурсы читали. Ребята вообще шикарные, у них познания хорошие. Мои выпускники, опять же, да, я их знаю от А до Я. Что хочу сказать, будущее университета, я вижу, вот он пока у нас в национальном, да, таком аспекте, я вижу его как международно признанным, космополитичным, центром инноваций обязательно, высокотехнологичным. И вот чтобы базовая кафедра, вот на всех кафедрах, да, где там положено, была на высококлассном уровне. Это вот мое такое видение, оно не за горами. Вот у нас при нашей кафедре существует шикарнейшая лаборатория агрохимии по изучению почв, воды, растительных образцов. И с сентября этого нашего текущего года зав лаборатории, девочка, вот у нас сейчас мы взяли ее на работу, мы уже с ней за неделю 2-3 опыта, методические такие пособия уже для себя вот приняли, да, к сведению. Дальше больше у нас эта лаборатория заработает на 100%. Опять же, кому как бы не хотелось, да, это тоже как конкуренция. То есть мы можем, помимо учебных таких практически лабораторных занятий, мы можем даже и на хозрасчете. Перспективы, перспективы огромнейшие. Да, у нас 2 секции. Одной секцией я заведую, другой Вахтанг Шутевич Айба, тоже выходец наш, выпускник, кандидат СХ наук по виноградарству. С 1 по 3 курс, 4 это уже поздно, с 1 по 3 курс у нас вот костяк есть этих секций, опять же любители органики, вот я их все на органическое сельское хозяйство вот напутствие даю, а у Вахтанга Шутевича по виноградарству. И у нас работа кипит. У нас прекрасные дети, у нас золотая молодежь. Ну, я так думаю, что у нас все наладится, и мы будем одним из на уровне мирового статуса на шагу. Еще засияет. Ну, дай Бог, чтобы так и было. Спасибо вам за интересную беседу. Успехов вам и вашим студентам. Сегодня мы узнали, что никаких чудодейственных систем образования не существует. А есть преподаватель, вооруженный системой знаний, профессионал, умеющий нешаблонно мыслить. А еще это друг, психолог и воспитатель, который формирует личность вчерашнего школьника посредством своего предмета. А мы прощаемся с вами.